Экономистов слишком много, а рабочих мест мало. Вот этот его взгляд, я вообще не могу его забыть. Деньги налогоплательщиков я не использовал. Это точно он, я так считала. Наверное, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но я думаю, реально какие-то специальные машины вот типа стоят и... И у них в конце съемок были очень накачанные большие пальцы. И я однажды заблудился в лесу и нашел клад. Анжелика хочет знать. Это информационно-развлекательный подкаст, в котором мы знакомимся с жителями нашего города, с интересными людьми, с которыми хочется пообщаться и узнать о них чуть больше. Меня зовут Анжелика, и я хочу знать. Итак, всем привет, меня зовут Анжелика, и сегодня у нас в гостях режиссер, сценарист и продюсер, тот самый человек, который придумал Айту, что за 2 недели собрал больше 18 миллионов рублей, да? В якутских кинотеатрах Степан Бурнашов. Степан Бурнашов родился 29 января 1983 года в Усть-Алданском районе Республики Саха-Якутия. В 2006 году окончил Якутский государственный университет, Институт математики и информатики. По специальности работать не пошел и с 2009 года работает в сфере кино. Степан, расскажите нашим зрителям, как вообще выпускник Института математики и информатики попал в кино? Все пошли, и я пошел. Ну, принцип был примерно такой, что в то время я занимался фото и видео, хотя по образованию я информатик-экономист, но ни одного дня не работал по специальности. Оказалось, что экономистов слишком много, а рабочих мест мало. Вот. И поэтому я в одно время решил заняться фото и видеоуслугами. И как-то один раз решил с родным братом снять молодежную комедию. Первый опыт был очень такой любительский. Я тогда понял, что это очень сложная и ответственная работа, что я этим больше заниматься не буду. Но 2 года я тайком от самого же себя писал сценарий. И в 2012 году еще пришла одна очень такая интересная идея. Я нашел сценариста и заказал еще один сценарий. И в 2012 году я уже с серьезными намерениями решил не то чтобы вернуться, да, в кино, а скорее всего начать заниматься этим серьезно. И в том году я снял 2 фильма. А что за фильмы были? Первым я снял «Последний день», он есть на Ютубе. Вторым я снял фильм «Кута» в жанре триллер. Да? Впоследствии «Кута» вышел в том же году, в ноябре, а «Последний день» увидел свет через год, в 2013 году. Хотя планировал, а там же апокалипсис должен был случиться в декабре. И я вот, вообще и фильм задумывался, да, под эту дату. Я должен был выйти в ту дату, но были на то причины. Там вышел «Хоббит», и наш фильм не взяли. Вы тогда в те годы могли себе представить, что вот через, это было в 2012 году, да, через практически 10 лет вы станете самым узнаваемым режиссером, сценаристом, что у вас будет самый кассовый фильм, который собрал очень много, что вы возьмете несколько таких значимых, огромных наград? Вот вы себе тогда могли себе это представить? Были ли надежды на это, может быть? Наверное, плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом, но особых иллюзий не испытывал. Я просто хотел снимать интересное мне самому кино, потому что я в то время, очень много фильмов снимались, но в жанрах там комедий или фильмов ужасов, да, а у меня идеи были
разные и отличающиеся по жанру. Я вот стал работать над разными проектами. Ну, никогда не задумывался даже тогда, наверное, даже не мечтал, что впоследствии один из моих фильмов будет там самым кассовым или там буду участвовать на фестивалях класса А. Я вообще об этом не задумывался. У меня другие в то время намного уже были представления о создании кино и последующем его продвижении. А вот когда вы получаете награду, у вас, ну это же получается груз ответственности какой-то. И вот есть страх, как бы в последующем фильме, в последующем проекте не, как так сказать, воплотить ожидания других. То есть есть какой-то груз, который вы несете? О, нет, я получила такую-то большую награду, гран-при, сейчас мне нужно еще лучше, потом еще лучше. Нет, сознательно я так не думаю и стараюсь не подходить к наградам с этой точки зрения. Да? Для меня на самом деле награды — это не то, чтобы я очень хочу их получить и так далее. Да? Я исключительно стараюсь получить награды, чтобы о фильме узнали люди. Они помогают узнаваемости фильма. Таким образом увеличивается количество зрителей. Я снимаю кино, чтобы фильм увидели люди, а не для того, чтобы побеждать. И я готов побеждать на любых фестивалях ради того, чтобы с помощью них увидели фильм настолько много людей, насколько это возможно. Есть страх не дотянуть до ожиданий зрителя? Здесь опять же некоторые люди говорят, нужно снимать для зрителей или там для фестиваля, следить за конъюнктурами этих фестивальных движений и так далее. Да? Но я в одно время понял, что невозможно это отследить и узнать, невозможно открыть головы людей и посмотреть, что они хотят посмотреть, да? Извиняюсь за тавтологию. Ну и по фестивальным конъюнктурам в этом году, допустим, там определенная конъюнктура, а в следующем изменится, да? А создание фильма же не одномоментное явление, да, у тебя уходит определенное время, там год-два, и невозможно, я считаю, рассчитать все и снять такой фильм, который был бы и интересен зрителю тому будущем, да, и там фестивальным отборщикам, поэтому я больше иду от себя, снимаю то, что мне интересно, потому что я тоже являюсь зрителем, большим любителем кино, и поэтому я вот отталкиваюсь от этого, от своих предпочтений. Конечно, учитывая все вот эти кинематографические нюансы, но не слежу, не стараюсь, то есть снимать для кого-то, потому что это будет обман, потому что я не знаю, что хочет видеть зритель. То есть вы снимаете, для себя, получается? Нет, это немножко другое, да, кто-то считает из авторов, что можно снимать для себя, да, но я как режиссер Степан Бурнашов снимаю для зрителя Степы Бурнашова. У меня Степан Бурнашов зритель, он такой эфемерный мой зритель, да, который готов посмотреть мое кино, и когда я создаю вот из идеи сценарист, я как сценарист я придумываю в голове эту историю, да, сценарий и пишу, не очень подробно, но в деталях ты там определенных, да, вот это все видишь, и это все выстраиваешь как режиссер,
И вот этот итог смотришь как зритель. Это, ну, это у меня все происходит в голове. И если это все сходится, то я начинаю разрабатывать проект как продюсер. Фильм «Айта» вы считаете своим лучшим проектом? Или, ну, вот за всю свою кинокарьеру, да? Или это просто история, которая вот взяла и выстрелила? Я их не разделяю на лучших и плохих, потому что они уже есть, сделаны, их не изменить, и они, у каждого фильма свой отдельный путь, да. И да, я в начале пути, конечно же, обращал внимание, там где-то надо было тут подкрутить, тут это сделать и так далее. Потом я перестал об этом думать, потому что есть же понятие прошлого, будущего и настоящего, да. Когда ты создаешь кино, оно уже существует вне времени, и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. И его уже изменить нельзя. И я не стараюсь их менять и там что-то с ними делать, перемонтировать и так далее. Я никогда этим не занимаюсь, потому что это было тогда, он уже там был показан в прошлом, его можно смотреть сейчас в настоящем, и он будет еще где-то там в будущем. И я уверен, что там со временем отношение к фильмам меняется. И сейчас мы это наблюдаем, да, по мере взросления разные фильмы воспринимаются уже по-разному. И книги также, да, ты в детстве читал, допустим, «Капитанскую дочку», а в зрелом возрасте уже замечаешь иные детали, которые залаживал в произведение автора. И также и с фильмами. Я, ну, не знаю, там в будущем какой из моих фильмов будет намного интереснее тому зрителю. Со временем по-другому воспринимаешь какую-то картину, да? Будь то ты сейчас подросток, а потом в будущем как-то по-другому смотришь. Ну и вообще я считаю, вот показатель хорошего кино – это сиюминутно, когда ты показал, разный зритель воспринимает там по-разному, да. Я был очень доволен на обсуждениях, там, на первых спецпоказах, потому что мы затронули в фильме «Айта» ряд проблем, и зрители по-разному реагируют на фильм, да, кто-то вот очень близко относится к проблемам отцов и детей, которые мы затронули, да, в фильме. Для кого-то вот цифровой буллинг задевает больше всего, для кого-то так. И интерпретации всей истории у людей разные. И это, на мой взгляд, вот именно показатель хорошего кино. И со временем отношения к хорошим фильмам разные. И восприятия разные. Вот, допустим, сейчас посмотреть того же Фореста Гампа, показать зрителю, да, ну, и спросить у каждого. И у них будут разные интерпретации истории. Кто-то поверхностно, кто-то очень философски подходит. Иногда зрители могут увидеть даже то, что автор не залаживал. Такое тоже имеет место быть. Поэтому вот кино такое искусство, ну вообще все виды искусства, они в своем роде порождают разные споры, мнения и так далее. И хорошее кино именно отличается именно вот этим. Ну
как вы говорили на одном из интервью, то, что шовинист увидит шовинистское, родители увидят проблему отцов и детей, подростки, молодежь увидит проблему в кибербуллинге. Есть ли еще какие-то смыслы, которые, может быть, были не замечены? Или если их нет, то какая проблема, например, с какой проблемой лично вы сталкивались? Потому что же все идет от сценариста, он же что-то вкладывает свое. Да, нет, ну, мы сглаживали наши наблюдения по обстоятельствам современного общества, да, общество, где мы сейчас в данное время живем, мы современники этого общества, да, и я понимаю, что мы немножко выбираем не тот путь. Ну, это мое, на самом деле, субъективное мнение, но я думаю, что есть там доля объективизма, да, потому что вот опять же вот этот цифровой буллинг, осуждение без аналитики, информации, да, оно же сейчас очень остро стоит, потому что развивается информатизация, но мы не смогли вместе с этим развитием развиваться, да, а мы остались вот в первобытном развитии информатизации, вот остались там, где изобрели соцсети, мы из них сделали и новостной ареал обитания общества, так скажем, да, потому что ну, соцсети же были созданы для общения там, с людьми и так далее, но мы из него сделали все туда собрали и не можем оттуда выбраться. И опять же вот это зачастую осуждение, обсуждение, перемалывание грязного белья. Почему-то в последнее время я замечаю, что все новостные вот эти паблики почему-то начинают походить на желтую прессу, да, вообще что только не пишут ради популярности, и мы все время ищем негатив, да, и опять же в фильме я хотел затронуть, да, вот отношение и к полиции, и к администрации, да, мы почему-то вот общество всегда ищем подвохи, подводные камни, везде видим плохое, а то, что хорошее на самом деле тоже есть, мы вообще не замечаем. Вот вышла новость, построили замечательную школу, там сколько-то мест, там будет 5 комментариев, 100 лайков, да, потом выйдет там новость, там кто-то кого-то там или убил, или там перед мерей обнаружили большую яму, или там что-то такое, и там мы обязательно увидим 250 комментариев и 5000 лайков, да, и еще столько же репостов, да. И вот это на самом деле немножко, на мой взгляд, нездоровый подход вообще к восприятию информации. Почему мы так поступаем? Да? И опять же, вот отношение к полиции. А как должен работать защищающий тебя закон человек, если все время в твою сторону идет один негатив? Ну это же, блин, это же очень обидно. Что делать? Да, а когда что-то плохое случается, куда мы идем в первую очередь? Ну, туда же, кого мы вчера обзывали ментами, да, и просто вот всякие
такие вещи, опять же, мы затрагивали в фильме. У нас есть там и глава поселка, глава полиции, следователь, ну, сотрудники, да, полиции, общества, отношения друг к другу. Сейчас, да, вот это немножко бесчеловечное, что ли, да, я скажу. И это, на мой взгляд, очень глупо. Целая эпоха развивается, да, и почему мы не развиваемся? Вроде бы мы homo sapiens же, сами образовались так, и почему-то не ведем себя таким образом, да. Я не говорю, что все такие, но просто общество же исчисляется вот именно мнениями и так далее. А сейчас этот счетчик вот этого всего, на мой взгляд, в соцсети есть, да. И тут многие возразят, скажут, что да нет, там же комментируют только диванные войска, да. Но читают это все, и у многих остается вот ошибочное мнение на основании этих же умозаключений, которые иногда зачастую делаются безосновательно, основываясь только на домыслах. Ну и вообще там немножко там, возможно, ошибочно, или я выразился, или в интервью неправильно, да, написали. Вот шовинист увидит не только шовинизм, да, но вопрос-то его больше будет волновать этот вопрос. Естественно, он прочтет все больные места, которые мы затронули. Просто у нас, у людей иногда есть такое, что включается какая-то защита, да, и шовинист, увидев это, возможно, будет больше всех там кричать, что там я такой плохой, что пропагандирую межнациональную рознь и так далее. А некоторые родители, возможно, наоборот, воспримут это в штыки. Это, естественно, просто надо задумываться и анализировать вообще происходящее вокруг и попытаться стать счастливее и понимать, что каждый человек, который живет в обществе, да, неважно, село, это республика, страна и так далее, да, мы сами создаем это общество. Никто нам это не навязывает, не прилетают инопланетяне, не дают нам установку, как жить, да, это мы все сами создаем общество, и хочется, чтобы мои дети жили в здоровом обществе. Да, я когда смотрела фильм, изначально я была больше на стороне, конечно, родителей, потому что то ли эта игра Аяла меня поразила, вот этот его взгляд, я вообще не могу его забыть, вообще просто. Потом, ближе к концу, я начала понимать, что вообще почему я так считаю, что вот Афоню нужно прямо сразу. Это точно он, я так считала. Это точно он. Вот. Потом я поняла, а почему? Ведь полиция же правильно делает, что его скрывает, что хочет его вывести в город, чтобы там все решилось цивилизованно, так скажем. Вот. Чтобы его преждевременно не убили. Не нужно делать поспешных каких-то выводов. Вы даже сидя в зале, увидев то, что там горе родителей, суждения, там не подкрепленные еще ничем информации, уже восприняли для себя ошибочное суждение. Да? И это меня тоже очень сильно беспокоит.
И я слежу за соцсетями, ну, это часть моей работы, наблюдать за всеми вся, да. И бывает, что там случается какая-то трагедия, но находится какой-то умник, который напишет очень плохое в адрес там пострадавшего человека, что он сам виноват, он был алкоголиком или алкоголичкой, там, так ему и надо, и это все подхватывает, да. Они же знают, что в реале было, и все начинают, ну да, алкашей будет меньше, там, пусть мамбеты побивают друг друга, всякие такие разные комментарии, и это, на мой взгляд, ужасно. Вообще вот почему вот так? И сейчас вот, допустим, вышла новость, что фильм «Айта спиратели», и, конечно же, там большинство обвинительные, да, в адрес вообще кинематографистов. А где там смотреть ваши фильмы, если мы в кинотеатр не ходим, там скрываете фильмы, там получаете с государства деньги, снимаете, это наши деньги. Я такой: где ваши деньги? И я вообще оттуда не брал. Нет, ну, здесь, опять же, вот, не зная, делать стопроцентные суждения, выводы, это как минимум неэтично и глупо. Да, и я стараюсь этим не заниматься, и если меня волнует какой-то вопрос, где там я возмущаюсь, я стараюсь это изучить, а не основываться там на каких-то да. Поэтому и хочется иногда вот самому даже, да, как автор, там я сам себе говорю, вот обращаем вот на это внимание, да, допустим, вот проблема отцов и детей сейчас очень остро стоит. Я как родитель это чувствую и понимаю, что это, мы неправильно воспитываем детей, да, вроде бы есть гиперопека, но в то же время мы особо не общаемся. Поужинали, разошлись все по своим гаджетам. Ну, ребенок в тепле, накормлен, уроки сделал и все. Да? Утром в школу отвез, со школы забрал, а вот именно воспитывать, общаться, готовить к взрослой жизни, это же очень ответственно. Мы же вчера только были сами подростками, но став родителями, почему-то мы в упор стараемся это не замечать, что у подростков очень сложно психологическое, ну, идет развитие в психологическом плане. И тут родитель, на мой взгляд, обязан обращать внимание и уделить хоть какое-то время. А сколько у вас детей? 4. 4. А самому старшему сколько? 10. И я молодой отец. Как вы подбирали актеров? Почему именно они? Ну, я не имею в виду, почему именно они. Они сыграли вот просто шикарно, вообще 0 вопросов. Весь фильм держали меня в напряжении, и их просто взгляд держал меня в напряжении. Почему? Они. Почему? Может, дружите там? Не, ну, и я-то знаком с большинством актеров, которые у нас есть, да, и многих знаю, кто на что способен, кто может там раскрываться в тех или иных амплуа. И я не стараюсь вот следовать
уже сложившимся амплуа актеров. Да. Вообще я занимаюсь именно подбором актеров под персонажа. Я сперва пишу сценарий, а потом уже еще под персонажа актеров. Я никогда не стараюсь там писать под актера сценарий. Это очень неправильный подход. Хотя у меня 1 или 2 раза такой опыт был. Вот по персонажам уже на стадии написания, где-то уже написав, наверное, 10 страниц, я понял, что отца будет играть Георгий Бессонов. Да? Следовательно, я видел, что несмотря на сложившееся комедийное амплуа в кино у Иннокентия Луковского, я посчитал, что он сможет эту роль исполнить и раскрыть персонажа максимально, да, потому что я знаю возможности Иннокентия, я с ним давно знаком, и у меня еще там какое-то, возможно, желание было вот показать его возможности именно широкому, да, зрителю, потому что театр не все ходят, да, ну, ограниченное количество людей, а в кино может посмотреть любой человек, пожелавший посмотреть это кино. Вот. А по остальным тоже вот так потихо уже к окончанию сценария я стал делать такие примерки, да, кто бы смог этого сыграть, того там, они бы вместе, как бы они вместе выглядели и так далее. Вот и Ильяну я подобрал, да. И опять же тут немножко поломали амплуа устоявшегося у зрителя, да, что ну Ильяну приглашают, чтобы она изображала экстравагантных каких-то женщин, но я знал и видел, что она способна на и серьезной роли. Таким образом мы вот подобрали основной каст, а с Андреем Фоминым очень интересная история была. Как только я задумал, а кого же я приглашу на роль Афони, он мне написал в соцсети. Просто возьми меня. Ну, он описал, что посмотрел мои фильмы, и у него есть же желание сыграть у меня, ну, когда-нибудь. Я такой, ну-ка. И я ему дал задание сделать самопробы. Он сделал, отправил, я его попросил по-другому сыграть. Потом там ряд, не то чтобы заданий, я его просил там, допустим, этот текст сними себя без слов. Ну, то бишь текст он должен был без слов мне показать. Просто мимикой, да? Не обязательно. И он мне показал, и я увидел, что у него есть амплитуда, которая может раскрыть персонажа. Я его пригласил, он с радостью согласился и прилетел. У нас в Якутии дефицит хороших актеров. У нас очень много замечательных актеров, но, к сожалению, не все режиссеры стараются вот ломать эти амплуа, и они берут на похожие роли, да. А я иногда стараюсь, вот и в нашей «Зиме» я там очень много актрис, актеров взял на очень противоположные даже, да, роли, чем их привыкли видеть в кино, потому что, зная актеров и зная их возможности,
очень глупо не приглашать на исполнение ролей в других амплуа. Бюджет Айты составил 4 миллиона рублей. Это, мне кажется, достаточно, ну, среднее, можно так сказать, как вот для якутского кинематографа. Для якутского, ну, опять же, сейчас очень разные бюджеты у разных фильмов. Ну, наверное. Ну, потому что у Тыгын-Дархана было 255 миллионов. Если считать Тыгын-Дархан, то, наверное, средний бюджет должен быть там 20 миллионов. И если поделить все бюджеты, суммировав с бюджетом Тыгын-Дархана, разделить на количество, то да, выйдет приличная сумма. А откуда вы берете деньги? Ну, откуда бюджет? Я однажды заблудился в лесу и нашел клад. Нет, ну, тут на этот фильм, по идее, мы должны были подаваться в Министерство культуры Российской Федерации. Там мы планировали бюджет 40 или 50 миллионов. У меня был продюсер московский, но мы не сошлись именно в творческом плане и решили вместе это кино не делать. И у меня уже был написан сценарий, я уже предварительно с несколькими актерами уже переговоры сделал, с оператором договорился там, и так далее, и так далее. Ну, просто они же сейчас специалисты очень востребованы, а в том году очень много кто снимал. Я уже с многими предварительно договорился, и я вообще по жизни стараюсь начатое доводить до конца, и тут тоже такой же принцип у меня включился. У меня там были остатки с проката «Черного снега» около 200 тысяч. Я это вложил. Мне за победу на фестивале «Окно в Европу» родной Улус Амгинский подарил машину. Это Улхата 2141 Нива. И я вот эту машину решил продать, чтобы снять этот фильм. Ну, потом еще взял кредит немножко, денег у кого-то одолжил и так далее. Ну вот, а потом уже после съемок для окончания проекта я попросил поддержку Синецпарк Сахалвуд Арсена Томского. Они поддержали, мне выделили 1 миллион. Ну, когда у тебя бюджет 4 миллиона, 1 миллион уже 1/4, да, и тем самым они очень своевременно мне помогли. Ну, и я еще чуть-чуть остался должен, ну, договоренности с разными специалистами, разные были, ну, у меня осталось чуть-чуть доплатить и, ну, закрыть вот эти все долги. А так вот государственных денег там нету. Деньги налогоплательщиков я не использовал, ваших денег там нету. Ну, фильм же окупил себя почти во сколько? В 5 раз практически, нет? Многие забывают и относятся вот, как будто я выиграл в лотерею, да? А тут же важно понимать, есть понятие доля кинотеатров. Это 50%. Есть понятие доля дистрибьюторов. Это тоже я не озвучиваю, да, потому что это коммерческая тайна, но есть определенный процент туда. Есть очень немаленькие расходы по маркетингу, потому что мы очень много вложились,
чтобы сделать, ну, инфоповод, да, и не только у нас в Якутии, но и там по всей России, и спецпоказы, там, перелеты эти, да, и так далее. Ну, много же расходов, распечатка баннеров вот этих пригласительных, ну, и так далее, и так далее. Поэтому все равно там не думайте, что вот там фильм 20 миллионов соберет, и я сразу получу эти 20. Нет, конечно, меня там, ну, по итогу, ну, будет, конечно, сумма. Я, конечно же, окупился, я даже заработал, но не 20 миллионов. На что ушли вот эти вот 4 миллиона изначально? Ну, вообще в целом так. Что на аппарат, сколько ушло, точнее, на аппаратуру, сколько ушло там на гонорар, на зарплату и так далее? Ну, на аппаратуру еще мы очень много сэкономили. Камеры одалживали, там одну камеру я одолжил у Дмитрия Давыдова, одну с собой взял оператор, постановщик, да, мы потратились на свет, там сопутствующее оборудование, там этот же, ну, бензин, кормить людей ежедневно там 25-30 человек, буфет, это кофе, чай, печеньки, они намного дороже обходятся, чем обеды, да, ну, допустим, да, ну, потому что, ну, печеньки все любят, ну, и они радуют команду, и мы на них стараемся не экономить, да. Гонорары специалистов очень много, естественно, у них были несоизмеримые с московскими коллегами гонорары, но все равно вот это все налаживается друг на друга и выходит сумма. Актеры тоже там, да, конечно же, не бесплатно работают, но опять же там несоизмеримые гонорары с актерами, звездами из Москвы, допустим, да, но несмотря на это, Андрей Фомин согласился поработать у нас не по московским гонорарам, непривычным ему, да, но в то же время он понимал и поддержал. И тут бюджет 4 миллиона, потому что все поддержали. И если бы мы снимали с нормальными гонорарами, то минимум бы он обошелся в 20-30 миллионов. Вот. И мы экономили на дожде, да, там мы не арендовали специальные машины для, ну, поливайки, там не закупались такими оборудованиями специальными, да, а ограничились 2 маленькими мотопомпами. Ну, обычно же вот по весне ЖКХшники же перекачивают с лужи там куда-то. Вот такими мотопомпами мы умудрились снять абсолютно дождливый фильм. И мы сейчас шутим, что, наверное, это единственный в своем роде фильм абсолютно дождливый, сделанный с помощью 2 мотопомп. И их мы одалживали, они покупали, да? Вот, везде экономили. Но все равно там по итогу бюджет такой и выходит. Это еще с очень минимальными гонорарами, за что я благодарен каждому члену, да, съемочной команды. И если бы не их понимание, то и фильма бы этого и не было. Я, кстати, не думала насчет дождя. Я думала, ну, я не думала, что он настоящий. Такая, естественно, это же вообще
невозможно как будто. Но я думала, реально какие-то специальные машины вот типа стоят и распыляют. А это просто какой-то шланг, да, получается? Да, вот так ребята стоят и поливают. Еще специально, да, пальцем вот так закрою. И у них в конце съемок были очень накачанные большие пальцы. В мае, где-то в середине, в одной из платформ выйдет фильм о фильме. Мы делаем анонс, и там мы все наглядно показываем, как мы снимали, как там мы с оператором обсуждаем, что будем снимать, и мы вроде делали очень интересный фильм о фильме, где мы обсуждаем, что будем снимать, потом показываем, что из этого получилось. Просто взять и пальцем вот так. Это же как огород. Да. Я так огород поливала когда-то. А в фильме кажется, как будто там вообще там вот так. Да, но для этого мы очень сильно заморочились, и ребята очень много работали. И шланги я купил самые дешевые, они все время рвались посреди дубля, а там же уже все, стоп, не досняли заново, да, вот это все ребята чинили, а вода уходит, а надо заливать. И ребята на тракторе ездили на реку, потому что летний водопровод работал, но потом он сломался, и там по ночам иногда срочно вызывали водовозку. Очень долго его уговаривали, чтобы он приехал, залил нам. Вот так и работали. А сколько кубов ушло воды? 60. 60 кубов. И то мы очень экономично использовали, потому что это же айка, там, возить это все. Ну да, дождь, он как главный герой, практически, как основной главный герой. Один из. Да. Он был от начала до конца практически. И я как поняла, что его смысл в том, что он олицетворяет, наверное, трагедию и олицетворяет плач родителей. Угу. А в нем еще есть какие-то? Нет, да? Естественно, там можно углядеть и много метафор, да, но основные я заглаживал, да, это плач по ребенку и неистовая сила толпы, которые иногда невозможно остановить, как и стихию, да. И есть логические объяснения дождя. Таким образом мы отрезали населенный пункт, и плюс визуал, чтобы зрителю воспринималась история глубже, да, вот этого, этот саспенс нагнетать и так далее. Вот. По метафоре там это и молва людей там, и так далее. Фильм произвел огромное впечатление, вообще на всю Якутию, мне кажется. И, естественно, есть и положительные комментарии, и отрицательные комментарии. Вот как вы относитесь к отрицательным? К откровенному хейту никак. Я в свое время понял, что есть такие хейтеры, иначе они не могут, да. Я всегда внимательно читаю конструктивную критику. Иногда соглашаюсь, иногда не соглашаюсь. И я для себя это объясняю там, и так далее. А так, на откровенный хейт, я думаю, никому не стоит обращать внимание, потому что это хейт. Ничего в этом, никакого смысла я не смог увидеть. Я пытался столько лет это понять, почему человек взял и написал вот это, да, туфта. Объясни, да, почему туфта? И потом я понял, что это
и есть такое, к сожалению. И, ну, конечно, хочется, чтобы простого такого хейта было поменьше, а было больше конструктивизма, да. Если даже ты хочешь высказаться негативно в фильме, там, ну, объясни, там, не обязательно писать эссе, да, там, ну, вот так-то, 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 так-то. Ну, ну, иногда бывает, что люди неправильно трактуют или не услышали, или там не отвлеклись. В кино же очень важно все время быть во внимании, потому что очень многое можно упустить. И так я видел один комментарий. Один человек написал, что следователь в первую очередь поехал к уголовному авторитету. Такой, где он был? Думаю. Потом, ну, понимаешь, что он же поехал к бывшему главе поселка, и он посчитал, что он поехал почему-то к криминальному авторитету. Ну, вот просто из этого у человека поменялось восприятие фильма. Ну, и такое имеет место быть. Я не осуждаю ни в коем разе. Из этого иногда стоит кино, ну, когда у тебя спорные ощущения о фильме, иногда стоит этот фильм пересмотреть. И тогда, ну, всегда на самом деле, когда пересматриваешь хорошее кино, ты много еще дополнительно для себя открываешь. Потому что, ну, и я как автор, и я знаю, что как работают и другие авторы, мы очень много залаживаем там в деталях, всяких мизансценах много смысла. И иногда вот это не считывается, но мы опираемся по большему счету, чтобы они работали именно на подсознательном уровне, да, а не в лоб. Допустим, там в интерьере какие-то детали, знаки мы можем сделать, что иногда в контексте работает в купе с тем, что то, что ты считываешь снаружи, да, и они дополняются подсознательно. А когда второй раз это смотришь, ты уже и иногда улавливаешь вот эти скрытые посылы, намеки всякие, да. Кто из персонажей в Айте похож на вас? Ну, у всех, наверное, есть частичка меня, потому что я, когда создаю персонажей, я создаю их с рождения. Я стараюсь проживать их жизни с их рождения до этих событий. Да? Вот родился ребенок в какой-то семье, что-то там у него случилось в детстве, там он повредил там руку, ну это, ну условно говоря, да, из-за этого у него там не сгибается до конца локоть. Вот вплоть до таких иногда моментов я проживаю их жизни, ну где они встретились с женой, да, почему у них один ребенок, а не два или три, да, вот эти все нюансы я проживаю с ними, и потом уже во время съемок еще раз это переживаю. Иногда это эмоционально бывает сложно. Я об этом, ну, это понял именно на этом фильме, что они оставляют, ну, такой след, оказывается, ну, после съемок не очень приятные ощущения были. Я сперва не понимал, почему у меня такое депрессивное состояние. Вроде бы все отлично, везде все круто отсняли, там, в семье все хорошо, там, с друзьями. Но ощущение было какое-то депрессивное. Потом я
понял, что я очень много вот об этом думал, проживал эти жизни всех основных персонажей, да. И да, это, ну, немножко, оказывается, влияет на эмоциональное состояние. Но когда ты это осознаешь и перевариваешь, то это отпускает. Как вы считаете, почему сейчас якутский кинематограф стал популярным? Почему, откуда такой интерес людей к нам? Много задают такие вопросы, но мы же работаем над этим. Это же не просто так решили, что якутское кино популярно, хорошее. Это же планомерная работа была. Мы участвовали во многих фестивалях, начинали с международных, потому что особо не замечали в первое время внутри России. Потом стали побеждать за рубежом, обратили внимание, стали участвовать. В основном из-за того, что у нас очень честное высказывание, да, истории интересные, человечные, иногда очень приземленные, без всяких этих выдумок. Герои очень обычные, да, так скажем, они супер перенасыщенные. Почему-то вот много фильмов современности именно зациклены вот перенасыщать проблемами главных героев. И ты, когда смотришь, уже идет некое отторжение, потому что, это чересчур. Зачем вот таким образом добавлять красок, когда можно взять там среднестатистического человека и из него сделать персонажа. Это, по мне, это интереснее, да? Потому что и я сам считаю, что я, себя обычным человеком без каких-либо сверх там особенностей и наблюдать за обычными людьми, все равно у всех людей есть свои трагедии. Опять же, это степень восприятия этого. Да, для кого-то там потеря щенка – это психологическая травма на всю жизнь, а для кого-то потеря ребенка, да, наравне. Наши фильмы еще же создаются от души, там без больших средств зачастую, да, и ты реально хочешь сделать хорошее кино. Я бы не продавал машину и не брал бы кредиты, не залезал бы в долги, если бы понимал, что я снимаю, просто что-то, чтобы снять, да. А вот мы болеем всей душой, вкладываем все возможное, и, возможно, это и в конечном итоге влияет, да, потому что, ты реально хочешь сделать хорошее кино, и иногда это получается, и это замечают, оценивают там жюри и так далее. А вот по поводу всероссийского проката, много авторов, продюсеров работали, да. Я лично сам делал спецпоказы, летал в центральные города, всегда за свой счет, да, чтобы показать кино, показать, что мы на самом деле одинаковые, ломать стереотипное мышление и так далее. И сейчас же я получаю
массу отзывов из Москвы, из Питера, там, с Хабаровска, с Магадана, с Калининграда. Да, о фильме, многим фильм нравится, многие только ознакомились с якутским кинематографом благодаря вот нашей работе с командой «Про взгляды» кинотеатру по маркетингу, да. Вот это все, ну, не просто, да, а именно результат очень большой работы, много лет там участие на фестивалях. Многие думают, да, там, полетели фестивали, да. На самом деле это все время работы, все время общения с людьми, доказывать, что ты представляешь именно кинематограф, да, обсуждение, потому что очень сильно же мы сами разграничиваем, да, крича, что это якутское кино, оригинальное кино. А по сути это мы российское кино, вообще часть мирового кинематографа. И стараться самим разграничивать и в то же время и к нам же отношение будет. Ну, это, ну, какое-то якутское кино, отдельный какой-то пласт. Это же не так. Это же, ну, кино везде одинаково. Проблемы у людей везде одинаковые. Мы все хотим спать, хотим и есть. Рождаются дети, воспитание, взаимоотношения, муж, жена, зубы чистить, тюбик открыт, закрыт, шампунь и так далее. Вот везде же мы одинаковые во всем мире. И вот благодаря кино мы отчасти сближаемся, да, и мое очень большое желание, чтобы в регионах, в России много снимали кино о людях разных, потому что это очень интересно. Мы о своей стране вообще ничего не знаем, хотя у нас огромная страна, богатая не только полезными ископаемыми, но в первую очередь богатая людьми и культурами, и языками. Это, на мой взгляд, здорово, и развитие кинематографа в России тогда усилится. И наконец-то мы о себе узнаем в первую очередь, и о нас узнают в мире. Узнают, что Россия — это не большое пятно в Евразии, а страна с чудесными разными людьми, но в то же время одинаковыми, как они. А насколько сложно писать сценарий? По-разному. Иногда бывает вот так сразу, да? А иногда сложно? Иногда можно целый день просидеть перед монитором и написать одно предложение, хотя знаешь, о чем писать. Это очень странное ощущение, ну, когда ты сидишь, знаешь, что здесь будет, что там, о чем они будут говорить, но не пишется. А иногда бывает, что там ты соединяешь, ну, мы в шутку называем Wi-Fi подключился к космосу, и тогда там можно за раз там написать 10 страниц. И я, допустим, в последнее время пишу со Светланой Тайко, да, в соавторстве. И, ну, мы оплачиваем очень несоизмеримые на самом деле гонорары. Хорошие сценаристы там стоят 2-3 миллиона, да, рублей, а тут мы там очень мало. Ну, просто возможности нету пока что. Поговорим о вашей личной жизни. Как ваша семья относится к тому, что их муж, отец, сын, брат и так далее снимает кино? Как они на это реагируют или как отреагировали в начале пути? Ну, где-то чуть-чуть не понимали, ну, кто-то, возможно, не понимал, но по большому счету поддерживали. Поэтому я, наверное, удержался, потому что были взлеты и падения, много
на энную цифру я в долгах много раз оказывался. Вроде бы выбирался, потом опять оказывался. И не каждый человек, наверное, способен поддержать такого безумного, амбициозного человека, который, несмотря на это, все равно занимается этим. Вот. Ну, положительно. Благодаря этому, наверное, я до сих пор не сдался. А чем вы занимаетесь в свободное время? Какие у вас хобби помимо кино? Я вот осознал это в прошлом году. Да, оказалось, что у меня вообще занятий нету. Я все время, оказывается, работал в течение там очень многих лет. Ну, пытался там, отдых на природе и так далее, это не считается, это нерегулярное. Да? И вот я в прошлом году нашел увлечение. Это стрельба на дальней дистанции. Я вот в марте прошлого года наконец-то купил карабин и случайно там попал к снайперам и стал стрелять. Вроде что-то получается. Я вот год чуть-чуть занимаюсь этим. Участвую в соревнованиях по республике. Но сейчас активным спортом я не могу заниматься. Я пытался в спортзал ходить. С моим режимом это невозможно. Это вред здоровью, потому что я в сутки сплю 4-5 часов. А это недостаточно, чтобы ходить в спортзал. Какие у вас планы на будущее? Много захватить мир. Нет, что будет получаться, то и буду делать, работать дальше самоотверженно, потому что, мне заниматься, создавать кино по душе. Предложения разные есть, переговоры разные идут. Время покажет, что там в будущем будет. У меня, к сожалению, способности заглядывать в будущее нету, и я на самом деле этому очень рад. Да? Время покажет, что будет, на что я способен, и какие фильмы у меня потом еще родятся. Ну что ж, давайте перейдем к блицу. Отвечать нужно очень быстро, кратко, и честно. Просто что в голову придет, то и говорите. Итак, первый вопрос. Комедия или триллер? Триллер. Иметь друзей или быть одиночкой? Очень сложный вопрос. Наверное, лучше иметь друзей, но иногда полезно бывает быть одиночкой. Охарактеризуйте себя 20-летнего. Каким вы были? Глупый, наверное, спортивный и в меру закомплексованный. Будь у вас машина времени, на какой период своей жизни вы бы вернулись и зачем? Я бы не вернулся, потому что все, что сделалось в прошлом, сделало меня настоящим, да, и окружение мое и так далее. И то, что будет в будущем, мы делаем сейчас. И, на мой взгляд, вообще задумываться о таких вещах. Конечно, есть один очень важный для меня момент, но я бы туда не вернулся. Пятый вопрос. Если бы вам предложили выбрать только один вариант, то что бы вы выбрали? Первое – быть сценаристом. Второе – быть режиссером. Режиссером, наверное.
О какой награде из области кино вы мечтаете? Ну, и я уже ответил на начале подкаста. Любую награду, хоть Оскар, чтобы это работало на популяризацию фильма, который я сделал. Здоровый образ жизни или умеренное потребление? Лучше здоровый образ жизни. О чем бы вы хотели снять фильм следующий? На какую тему? Ой, очень много идей, на самом деле. И я не знаю, ну, иногда вот бывает, ходишь там, просыпаешься, садишься на диван, и вот приходит. А иногда вот потихонечку там одна история дополняется, там одна идея с другой идеей там объединяются и так далее. Ну, поэтому я не стараюсь вот сильно из себя вытаскивать какую-то идею, что вот идет, то идет, а у меня идей очень много. Хотели когда-нибудь переехать из Якутии, куда и почему? Когда впервые побывал в Европе, я решил, что определенно я перееду. А потом, когда я уже посетил порядка, ну там с каждым разом, когда я посещал другую страну, я больше, наоборот, хотел жить у себя дома. И поэтому я всегда, наверное, никогда бы не решился переехать. Временно, да, там по работе и так далее я легко могу переехать, а так навсегда нет, это мой дом, моя родина. Что для вас Якутск? Ну, в данное время это город, где я живу. Не, ну, много положительных воспоминаний там со студенчества и так далее. Да, ну, я считаю, Якутск довольно-таки очень хорошее место в глобусе, да, хорошая, так скажем, точка в глобусе. Я много где побывал, но сказать, что мы живем где-то там очень далеко в неразвитом городе, и язык не поворачивается, потому что у нас довольно-таки продвинутый город, я считаю. На этом все. Закончили. Спасибо.